Виталия была поклевка. О, клюет. О, есть первый хорюзок. Игорь, хорюзок есть первый. Доброе утро, друзья. Сегодня включение у нас сразу же после первой поклевки. А сегодня мы находимся рядом с моим родным селом. Все-таки добрались. Прошлый год так и не получилось мне здесь порыбачить. Позапрошлый год на жареху я здесь поймал. И вот этим прекрасным... Я уже поймал килограмм 20, да. Вон, братан говорит, килограмм 20 уже с начала сезона здесь поймал. Ну, за 20 дней, да. За 20 дней, в день по килограмму. Самый крупный 860, да, был? 800 ровно. Ровно 800 грамм. Так что здесь есть вполне такие достойные экземпляры. Лед здесь опасный, как мы видим. Вот, местами река еще открыта полностью. Так еще она и не замерзла. Вон, полностью. Короче, на тот берег перейти еще нам никак. Все открыто, полыня здоровенная. И каждый шаг надо проверять пешней. Иначе можно сыграть буль-буль. Проверяем пешней. Буримся. Лед от 5-3 сантиметров до 20. Везде разный лед. Бурим, пробуем. Рыбу мы уже увидели. А я тоже слышу, что где-то звенит. О! Тоже слышал, да? Слышал, да, я посмотрел в сторону. Мой, что ли? Мой не так звенит там, колокольчик по-другому, сука. Вот. Третий. Да, второй-то маленький. Третий. А я тоже, главное, дым, ты повернулся. Я стою, повернулся. Думаю. Третий жиган. Ну это, можно сказать, уже почти хариус. Вон. Почти. И Игорь поймал фишка одного маленького. Пока у меня пусто. Вон сколько дырок я уже сделал. 2 продольника поставил. Будем пробовать. О! Янскадан. Есть контакт. Крупнее, крупнее. Капелька золотистая. Не капля, а банан. Ну, капля, банан. Как Это банан. Капля она круглая, это вон банан. Вот такой вот золотистый банан. Вот такой вот пучеглазый хариус. А ты его не взял, помнишь, хотел плохо крутить-то? А, ну. О, Сам на стоячку. красавчик. На стоячку клюет и на опарыша получается. У меня. А вон тут продольник у меня. Давай я продольник гляну сейчас. Может, что-то там тоже есть. Продольник поставил прикормку. Это они на мою прикормку бегут. Ну, это далеко. Почему он там клюнул? Там они со всех сторон к ней. Они Это... сюда выдеваются. Прикормку там у меня. А мотыль опарыш перерубленный красный был. И второй, не помню. Короче, я засунул их в бутылку. Так, сейчас покажу. И бутылку привязал к палке. А к палке продольник. Вот. Вот она у меня. Вон сколько у меня. Конечно, там это все через эти дырки выходит. Все уже промыло. О, кто-то даже дергает уже. Ёрш. Ёрш уже влетел вон. Еще кто-то дергает, еще ёрш, наверное. Вон они, на каждом крючке уже повершу. Только что белой рыбе не дают. Третий ёрш. Ершовое царство, блин. Хотя на детей нет, да? Ну. И четвертый ёрш. Гирлянда ершей, Игорь. Так они в том-то и дело, что на удочку не клюют, а на продольник нависли. Я двоих поймал. 4 ерша. А я жду хариуса. О, на крупный крючок не взяли, только покоцали. Сейчас поправим крючков, еще раз отпустим. Так, у Виталика опять поклевка была. Ну, смотрим. Ёж. О, маленький. Маленький. Выкидывай его. Это точно маленький. Ни в какие рамки не входит. Не хочет уходить даже.
Как-то вот так. Так, ну чё? Тут у меня просто вставная удочка. И тоже, походу, уже сидит ёрш. Ну да, конечно. Тоже ёрш сидит уже на вставную. Ершовое царство, блин. Даже и не клевал. Проглотил червя и, главное, сидит себе, жует. Сейчас проверим. Второй продольник. Если таким макаром, то там тоже, наверное, уже на каждом крючке ёрш. Там у меня 4 крючка. Вот у меня тут скользящий тяжелый груз. Там бисер, который не дает ей дальше спуститься. И все. Кидаем, и он там. А? Там, да, она. На вставных по одному крючку. На некоторых сверху нимфу еще цепляю, на этих нету. Так, ну что, смотрим. Смотрим, что нам попало на наш продольник. Меньше часа еще они ловят. Вот. Тут та же самая прикормка. И кто-то уже дергает. О, крючок один пустой. Второй пустой. Только что кто-то дергал. Большой крючок вот не едят, а мелкие уже ерши покоцали. Вот такие вот хулиганы. Чертова гопроха, блин, полчаса включается. Не успел снять поклевку, вон. Виталик еще и стишка на ту же удочку поймал. Опять же. На тот же золотистый банан. Кстати, вообще не клевало. Он такой вот хороший сиг. Лапти, лапти, говорит. Не успел, только выключил камеру. Думаю, что насажу, заброшу. Виталик уже орет, говорит, еще клюнул. Немножко рыба зашевелилась, уже веселее. А на продольник у меня не хочет. Нет, почему не хочет? Кто-то хочет, даже очень. Всех червей смололи вон. Это ерши, наверное. Ёршики. Не клевал сразу, да? А? Висел уже, да? Не понял. Я говорю, сиг не клевал, висел? Вообще кивок на месте был. Я хотел так просто, ну, дернуть и оставить. Понимаю, он тяжеленький что-то. Ты как раз вовремя его, наверное. Да. А, я даже не удочка, а здесь хотел вот так делать. Во. Видишь, я говорю, прикормки прибежали. Вот так хотел сделать, вот так. Вот так. А? По идее, там должно быть снизу. Сейчас там похожу с удочкой. Второй такой. Хижок. Любит бананчик. Подожди. Черт. Не взял эту удочку, видя. Тебе предлагал. Видишь, она, бля, возле прикормки собирается. Все больше, по-моему. Опа. Так, где звенит? Ой. А, у тебя. Как шустро. Их уже двое. Вот такой вот братан.
Виталика дело идет. У нас пока не идет. Здесь стоит кормушка. Получается 2 метра от кормушки ближе к середине. И там клевало тоже 2 метра, да, 2,5. Там 3. Надо попробовать еще пробуриться вот здесь, сделать дырочку. Рядом, И вот здесь. сюда, во, рядом. Самый такой. Сейчас будем Такой пробовать. вариант. А тут у меня просто черная мормышка с нимфочкой. И нифига. А на золотистый банан уже 2 сига и хариус клюнул. На червя дергает. Да, тут у меня есть ниточка, одна ниточка, сапарус есть, да. 2 мормышки у меня. Две мормышки, 2 мормышки. Клевала? Запутался у меня. Вот опарус у меня, видишь? Силяком опарус, который его схватили. А, червя откусили. Нет. Червяна. А тут нимфа, да, вторая получается? Червяка тоже немножко откусили. Узлом что-то связалось. Вот у меня в этом месте это оторвался тоже вот здесь. Ну, там сильно тяжелый был, не знаю, может даже на лимб, я не знаю. Надо петлю правильно Так, чувствую, как будто бревно зацепился. Да что там бревно ловится? На него, на мотыль, комарик. на него только одного сига я ловил, очень красивенький он. Сиг на такой банан, вот на такой берет банан Вот, сиг. Вот тоже. Да, всегда на такой хватал. Вот. Так, на всякий случай камеру включим. Посмотрим. Времени прошло буквально минут 15, наверное. Больше? У меня уже ерши опять висят. Гирлянда. Гирлянды ершей. Новый год, скоро Новый год. Новый год, Новый год. А главное, на удочки не попадают, да, ерши? Вон, Ниже отпустишь, попадет. на каждом крючке по ершу уже опять. Их надо чаще проверять, наверное. Не успевает. Вон, Белая третий. рыба хватить. Не дает сигам. Или их тут на самом деле так много, или они пришли к моей кормушке, но вот их действительно вон на каждом крючке опять 4 ерша. А пятый, главный, большой крючок, они грызут вот червя, а не попадают. На вставную вот еще одного ершуна поймал. Ёрш есть. И он хочет есть. Когда он не хочет, он наверное, всегда хочет. Да, когда он не нужен, он всегда клюет. Белая рыба не успевает даже. Так, ну что, смотрим тогда и этот продольник. Если опять тут ерши нависли, то белая рыба не успеет. О, уже что-то чувствуется. Ай, что же еще может чувствоваться? Конечно же, ерш. Но здесь один. И здесь один. Отпускаем. Так, ну что, прошло еще около часа. Проверил все обуренные лунки, а их где-то уже около 20 я надырявил. Ни одной поклевки. Виталия тоже тишина. Игорь тоже молчит. Короче, ничего не клюет. Решили проверить еще раз продольники. Еще гирлянду ершей вытащить.
По-любому, наверное, висит уже. Тут можно, наверное, не каждый час, а каждые 15 минут проверять. Ну, прикормку почти все вымыло уже. А. Нет, не на каждом крючке. Первый пустой, второй пустой. Кончились ерши, что ли? Или прикормка кончилась? Ну, один есть. Один ершок есть. Так, ну что, глянем второй продольник. Что здесь? Здесь тоже прикормка уже почти вымыла. И пусто. Ерши червей почикали, но не попались. Все, даже ерш перестал. Ага. Так, что там? Звенел колокольчик. Виталий, опять была поклевка. Хоть посмотрим, как люди ловят, да? Ну, А большую. Так, ну-ка. Давай. Я понял, почему у нас Игорь не клюет. У нас колокольчиков нету. ни колокольчиков, ни бубенчиков. Да вообще надо шапку одевать, как эти клоуны, с колокольчиками. Тогда вообще вся рыба наша. А, Виталий, какая шапка так черная, так? Вот надо так. Надо было гармошку принести, на гармошку не идет на звук. Идет. Почему? Ну что, ты ушел что ли? Не может быть. Наверное, так держал. Стесняются камеры. Ну-ка. Ну-ка, стой, настоять. А кто что, чик-чик-чик дергал? А кто... Раз, уже он сорвался. Укололся, может. Наверное. Ты чуть-чуть не успел. Скромняшка. Если ты голодный, схватишь. Так, что, чайковского глотануть, наверное? А то что-то у меня Рыбацкого дорожке напитка. дальняя. рыбацкий-то... А в принципе, что, я же не за рулем сегодня. А, ты-то что? Да, мне-то что стесняться? По-человечи. А ты рыба не ловит. О. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6, да? И 2 ерша. Что, слухай, Жареха есть, листочки-то хорошие. малосолка есть, жареха есть. Как хочешь, так и делай. А у нас пока не. Ладно. Чаю глотнуть. О. Вот у Анатолия тоже ничего нету. Идет сюда уже. Ладно, ладно. Что-то ни хрена не складно. Сегодня был не наш день. Сегодня, да. Сегодня был день ерша. День продольникового ерша. Иксар бы был, поймал. Дядя Ваня-то да. Просто на козе говорит, да, ни хрена мы не можем поймать. Одного поймали, все. Ходит, тягает. Так сейчас вообще-то не клюет. И то он умудрился одного вытащить. Блин. Ходит, стоит со длинной удочкой, тинь, 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 тик. Кто там хлебом, салом хотел чуть-чуть как раз есть. Так, ладно. Не удается нам заснять поклевку. Будем кушать. Да, вообще тут, Будем. нажраться и упасть, блядь, палкой, блядь, просто. Нажремся и упадем. Так и сделаем. Блин, ну правильно, какая рыбалка, вся вода открытая. Зима, это Новый год через 2 дня, через 3. Так, была Ёрш. поклевка. Ёрш. Может быть ерш. Ну что-то клевало. Колокольчик не звенел, но я заметил поклевку. Мормушка. Ну как, вон, Не вон. мормышка, а мормушка. Мормушечка. Вот такая вот Вот тигр я не брал тоже. волосатая мормушка. Подряд, можно сказать, на минут 15-20 может быть. Тяжелая, но с волосами. Да. Может, сидит уже. Нет. Ну, что-то тюкало, а что? Неясно. Нет. А кого не знаю, да? Мормушка волосатая. После этого я всегда тяжелый покупаю, чтобы свинец не добавлять уже.
как-то нету. Иди сюда, там на Кузяваре там бесполезно. Любую тяжелую сносит и все, сразу под лед уносит там. Возле берега нет. Везде там течение. Клюй. Стоячку берет, значит, получается нет активности у рыбы. Глухозимье типа. Ну что, время 1:30, а у нас уже начало темнеть. День зимнего солнцестояния уже позади. Как бы с каждым днем день все длиннее и длиннее, но пока он все-таки очень и очень короткий. Он, Виталий уже сматывает удочки, собирается домой. Ну, мы тоже скоро будем сматывать. Поклевок мы больше так и не увидели. Сегодня рыба клюет только Виталию. Проверил этот продольник, был один ёрш. Даже ёрш перестал клевать. Здесь, на этой удочке, была робкая поклевочка. Не знаю, ерша или кого там. Но я так и не смог ничего выловить. Короче, смотрим, что у нас на этом продольнике. Добавили свежую прикормку понемножку, бутылочки. Ну, кто-то дергает. Вот, опять же ёрш. Ёрш один. Ладно, пусть там пока будет. О, второй же там слышно было. Только дергал, уже не дергает. Видать, висел на червячке. Вот здесь, наверное. Тут у меня 4 крючочка. Сразу не поднял. Видать, ушел. Опять же один только ёршик. Так что на сегодня день ерша. Белую рыбу, поклевки белой рыбы мы так и не увидели. Ну ничего. Я поднимаю, да, этот? Да-да-да, поднимай. Зато провели день на природе. Ну не день, несколько часов. С погодкой сегодня более-менее повезло. Ветра сильного такого не было. Температура около 15 градусов. Так. Может даже 12. И в улове у нас тут 4. И тут 8, 10, ну где-то Я кончик торчал. 12. А, кто-то может и тюкнул. Здесь у меня черная капля с нимфой, тоже ни одной поклевки не было. Здесь у меня червяк. Все. А так обычно в сумерках уж не клюет, да? Так что мы... В такое время, как он мне закрепил, в час. Вот сейчас делать нечего. тоже будем собираться, сматываться. И сегодня мы будем загружать наш ураган в машину. Сегодня это так, разминочка. Ну а завтра, друзья, будет серьезная рыбалка. Рыбалка на лесной речке. Вот там-то, надеюсь, будет уже веселее, будет уже интереснее, будет красивее. Пропадем на 2 дня. Это будет у нас предновогодняя рыбалка. Постараюсь это дело все быстренько смонтировать и выпустить до Нового года. Это если я успею. Если не успею, то всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всех благ, рыбакам удачных рыбалок, ни хвоста, ни чешуи, красивых поклевок. И хотя бы домой вы приносили вот не меньше, чем вот Виталий Геннадьевич. Вот, жареха есть красивая. 2 сишка, 3 хорюска, ёршики. Это в глухозимье. Конец декабря, это самый у нас глухой сезон. Весной здесь намного веселее.
Так что, если у нас поклевок больше не будем, встретимся завтра. И это будет веселая рыбалка. До свидания, друзья. До встречи на канале Коми Рыбак.